Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амши-Кшара. Сегодня в программе. Конструктивный диалог. Абхазская делегация принимает участие в очередном раунде женевских дискуссий. Абхазский гладиатор, боксер Батал Чежия стал победителем шоу «Гладиаторы ринга» в Анапе. Гранит науки. В Абхазии стартовала республиканская школьная олимпиада. В Женеве сегодня стартует 39-й раунд дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Представители Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии примут участие в консультациях под эгидой ООН, Европейского Союза и ОБСЕ. Главная цель участия в женевских дискуссиях – подписание соглашения о неприменении силы. Делегацию нашей страны возглавляет министр иностранных дел Абхазии Даур Ковя. Конструктивный диалог и детальное обсуждение ситуации. С такими намерениями руководство внешнеполитического ведомства Абхазии уже в который раз принимает участие в женевских дискуссиях. Стартующий сегодня 39-й раунд по традиции будет проходить в формате двух рабочих групп по вопросам безопасности и по гуманитарной тематике. Мы обсуждаем поднимаем традиционно вопросы построение преград к международному общению граждан Республики Абхазия. Что это означает? Мы все прекрасно знаем, как нашим гражданам всячески препятствуют в участии в тех или иных международных фестивалях. Приведем последний пример, когда нашему ансамблю «Шаратын», молодым участникам запретили участие в международном фестивале в Турции. Да, это все с подачи было, соответственно, наших соседей заингурских. Во второй рабочей группе по гуманитарным вопросам вопросы экологического характера. Это и борьба с огневкой, которая, в принципе, сейчас весной, скорее всего, воскреснет, если так можно выразиться. Это и борьба с мраморным жуком, который сейчас практически всю Восточную Абхазию поедает. Это и другие экологические вопросы, которые, в принципе, постоянно надвисают угрозой над Абхазией. И не только над Абхазией, в регионе в целом. Делегация из Абхазии, как и все предыдущие годы, намерена уделить большое внимание вопросу о неприменении силы со стороны заингурских соседей. Сама инициатива принятия совместного заявления участников дискуссий по этому вопросу была выдвинута уже несколько лет назад. Однако согласовать проект пока не удается, так как Грузия отказывается идти на этот шаг. Главной целью участия в женевских дискуссиях абхазской делегации по-прежнему остается подписание юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Абхазией и Грузией. На данном этапе ведется работа по достижению некого совместного заявления о приверженности к неприменению силы, что послужит в дальнейшем стимулом для подписания уже юридически обязывающего документа. Мы, как обычно, настроены на конструктивизм. Наша делегация прикладывает все усилия для того, чтобы это заявление было принято. Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье являются важной международной площадкой для поддержания прямого диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией. Женевская переговорная площадка начала свою работу в 2008 году. Главная задача – обеспечение прочной безопасности независимых Абхазии и Южной Осетии. Нисфа Аршба, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение. Рауль Хаджимба поздравил президента Республики Южная Осетия Леонида Тибилова с днем рождения. Ваш жизненный путь, ваша преданность интересам своего государства, активная жизненная позиция являются ярким примером беззаветного служения Родине. На посту президента Республики Южная Осетия вы сделали главной целью своей деятельности заботу о благе своего народа и защиту ее национальных интересов, говорится в тексте поздравления. Рауль Хаджимба также выразил уверенность в том, что дружественные и братские отношения, существующие между двумя государствами, будут и далее расширяться во благо наших народов. Вещание Первого канала с Сухумской телевышки приостановлено в связи с техническими неисправностями. Оно будет восстановлено в ближайшее время. Абхазский боксер Батал Чежия стал победителем шоу «Гладиаторы ринга». В финальном бою он одолел москвича Фуада Мурадова. Боксер рассказал журналистам о своих планах на будущее и о своей главной мечте.
Баталу Чеже всего 20 лет. С 2011 года Батал занимается любительским боксом. Был многократным чемпионом Абхазии, чемпионом Москвы и чемпионом Вооруженных сил Российской Федерации. 12 февраля Батал Чеже в Краснодаре одержал победу в рейтинговом бою в дебютном поединке своей профессиональной карьеры. А 25 марта одержал победу над Фуадом Мурадовым в шоу «Гладиаторы ринга». Президент Федерации профессионального бокса Абхазии Али Кардиаглы отметил, что эта встреча очень важна для повышения рейтинга Батала Чеже. В мае будет проходить грандиозное шоу профессионального бокса, и где мы получили путевку. Турнир нам дал право участвовать. Для нас это очень была хорошая перспектива. И у нас все получилось, и мы готовимся сейчас, будем готовиться к маю. Многократный чемпион по боксу в жизни достаточно скромный и неразговорчивый, но, несмотря на это, он все же поделился с нами своими планами на будущее и признался, что хотел бы связать всю свою жизнь с профессиональным боксом, так как занимается им практически с раннего детства. Всегда смотрел профессиональный бокс и только из-за этого и пошел на бокс. Понимаю, что надо сейчас тренироваться еще усиленнее, потому что профессиональный бокс другой, тут тренировки нужны усиленные, чтобы достичь какого-нибудь результата. Президент Федерации профессионального бокса Абхазии подчеркнул, что все усилия Федерации на данный момент нацелены на развитие этого вида спорта в стране, и первостепенной задачей для них является завоевание титула чемпиона мира. У нас задача поднять уровень, завоевать мировой титул. Это очень важно. Это можно приравнять вообще к самому высокому, что есть в спорте. Потому что у нас в Абхазии пока еще нету чемпиона мира в профессиональном боксе. Так что мы будем стремиться к этому идти. Это очень серьезный уровень. Важно отметить, что во всех соревнованиях Батал Чеже участвует исключительно под абхазским флагом. На Алакове, Тимур Гогохи, Абхазское телевидение. Более 700 детей из всей Абхазии стали участниками Республиканской школьной предметной олимпиады. Учащиеся будут соревноваться в знаниях в разных областях – математике, физике, истории, родном языке и других школьных предметах. Олимпиада будет длиться 7 дней. Третий тур Республиканской предметной школьной олимпиады проводит Министерство образования и науки республики совместно с Абхазским государственным университетом. Задания тестов были составлены преподавательским составом АГУ. Более 700 детей в течение недели будут соревноваться в знаниях по различным школьным предметам – математике, физике, химии, истории, абхазскому языку и литературе. Этой олимпиаде предшествовала школьная олимпиада и городская олимпиада. Победители второго тура являются участниками третьего тура, то есть Республиканская предметная олимпиада школьников. Участниками олимпиады являются учащиеся из всех наших районов. Членами комиссии являются работники Абхазского государственного университета, наши лучшие учителя, методисты, работники Института педагогики. В первый день Олимпиады учащиеся 9, 10, 11 классов будут проверять свои знания по всеобщей истории, а также абхазскому языку и литературе. По истории задания выполняют 67 школьников, по абхазскому языку и литературе 40. На работу детям отведено по 3 часа. Выпускник Ашот Кишмари в Республиканской олимпиаде по истории принимает участие уже в 3-й раз. Школьник признается, что история его любимый предмет. По словам мальчика, самое главное для него не подвести школу. Я уже 3-й раз участвую в олимпиаде. И по истории, географии, я сейчас не волнуюсь, но все равно есть страх того, что не смогу написать хорошо, достойно, чтобы не опозорить свою школу и своих учителей. Все сделано на должном уровне, и каждый год вопросы по Республиканской олимпиаде, они разные и довольно-таки сложные. Но, как нам советуют учителя, нужно интересоваться дополнительной литературой. По мнению сотрудников Министерства образования, предметная олимпиада – это хороший показатель общего уровня знаний среди школьников. У участников Республиканской олимпиады впереди еще целая неделя. За это время у каждого из них будет возможность продемонстрировать свои знания. Цария Смыр, Константин Парулуа, Абхазское телевидение. При финансовой поддержке руководства страны работники Гудаутской чайной фабрики проводят весеннюю подрезку чая. О проблемах абхазских чаеводов расскажет наш корреспондент Энвер Арджения.
Еще с советских времен главными чаеводческими хозяйствами Гудаутского района остаются села Лохна и Дурипш. Правда, уже не в тех масштабах, но чайные плантации сохранились и на них ведется работа. При финансовой поддержке руководства страны на плантациях проводится весенняя подрезка чая. Работники Гудаутской чайной фабрики именно они проводят эти работы, надеются, что к сезону сбора зеленого листа будет подготовлено порядка 80 гектаров чайных плантаций. Мы уже занимаемся подрезкой чая 1,5 месяца. Сделали в пределах 67 гектаров. Еще, думаю, гектаров 22-25 сделаем. К 1 мая уже должно быть все готово у нас. Потом начнется вегетация и сбор чая начинается. Но чаеводы в последнее время столкнулись с большой бедой. Участились случаи поджога плантаций. Особенно возмущает тот факт, что зачастую поджигают уже обработанные участки. В сухую ветреную погоду было несколько случаев поджога плантаций. В некоторых местах кусты полностью выгорели. После того, как мы подрезаем чай, приходят и тихо возле своих участков тихо начинает поджог идти. Я вас очень прошу, не поджигайте. Ихний труд механизаторов учитывать надо. Мы не должны потерять чайную отрасль. Будущее поколение нам это никогда не простит. Но все же чаеводы уверены, к началу лета фабрика выпустит первую партию душистого майского чая. Инвер Рджения, Адам Рджения, Абхазское телевидение. Сотовая компания Mobile объявила конкурс на лучший проект нового логотипа столицы на абхазском языке. В выборе будущего символа Ахуа впервые может принять участие каждый желающий. Также любой желающий с креативным мышлением может принять участие и в создании нового логотипа. Заявки принимаются уже сейчас. Где будет установлена скульптура и куда можно прислать свой эскиз, расскажет Нис Фаршба. Намерение подарить Сухуму скульптуру Ахуа сотовая компания Mobile выразила еще в прошлом году. Логотип на государственном языке – это еще один подарок любимой столице в честь важного юбилея. Еще в прошлом году, одновременно со стартом проекта Ес-Сухум, мы заявили о своем намерении подарить столице в честь 2500-летия еще одну скульптуру на абхазском языке. И вот, спустя год, сегодня мы пригласили вас для того, чтобы сообщить о нашей готовности перейти к второму этапу этого проекта. Компания Mobile – это компания, которая держит свое слово, и сегодня мы вам расскажем подробности предстоящего конкурса. То, насколько важен продуманный бренд, который станет не только визитной карточкой, но и излюбленным местом горожан и гостей столицы, компания Mobile поняла давно. Живая скульптура Ес-Сухум уже стала одним из символов современного города. Того же организаторы ожидают и от скульптуры Ахуа. Отличительной особенностью проекта станет участие в нем общественности. В формировании логотипа может принять участие каждый житель Абхазии. И именно нам с вами предстоит решить, каким будет новый символ Ахуа. Проект будет осуществляться в 3 этапа. Первый – прием заявок. Администрация Сухума предложила для установки скульптуры 3 места. Станция ГУМа, парк у администрации и набережная Диаскуров на площади у ресторана «Дэм». Отправить свой эскиз или рисунок может любой желающий, а Mobile все проекты разместит на специально созданной интернет-странице. Впервые принимать решение о том, какая будет скульптура, где она будет расположена, голосовать за понравившуюся конкурсную работу смогут сами горожане. Это очень важный проект, и основная цель этого проекта, она направлена в будущее. Как нам кажется, мы сможем неким образом расшевелить наше общество, показать нашим гражданам, что мы сами в состоянии конструктивно и позитивно влиять на облик наших городов. Поэтому мы очень надеемся на живой отклик небезразличных и готовы предлагать что-то новое. Мы уверены, что совместными усилиями нам удастся реализовать отличный проект, который, как и скульптура Ес-Сухум, станет самым ярким событием 2017 года. Второй этап – открытое голосование. Все конкурсные работы будут выставлены с 18 мая. В течение недели жители Абхазии будут отдавать голоса за наиболее понравившуюся. Лучшие 3 пройдут в финал. Выявление победителя среди финалистов конкурса состоится на заседании комиссии по монументальному искусству при правительстве Абхазии. Все затраты по реализации проекта будет финансировать сама
сама сотовая компания, которая планирует подарить горожанам и всем гостям столицы еще одно яркое событие – скульптуру Ахуа. А компания Mobile всегда выполняет данное обещание. Нисфа Аршба, Саид Агухава, Абхазское телевидение. Детская площадка в центре Сухума уже не первый раз становится объектом пристального внимания столичной администрации. Обертки от конфет, пакеты от соков, сломанные качели и горки – вот сегодняшняя действительность детской игровой площадки в центре столицы. Акты вандализма – не редкость для нашего общества. Мы часто видим, как человеком разрушаются исторические, культурные объекты. В общественных местах ломаются скамейки, разбиваются уличные фонари, отрываются от земли мусорные урны. Варварское поведение не обошло стороной детскую площадку в центре столицы, которую недавно установили в парке перед администрацией города. Вот эти очень слабенькие шурупчики. Сегодня слабенькие, взрослые садятся, отрывают. Вот это маленький ребенок не может отрывать. Вот теперь вот дети здесь, они курят, не сидят. Вот это вот сломано. Это дело рук взрослых людей. Подарок городу, почему его портить? Почему ломать? Вот я смотрю, здесь окурки валяются, листочки какие-то бумажные валяются. Ну, надо ведь любить свой город. Мне часто хочется, вот как главному архитектору города, в экране телевидения кричать: люди, полюбите свой город. Это ведь для детей. Игровая площадка уже небезопасна для детей, так как многие горки и качели повреждены. Также, по словам представителей городской администрации, бывает, что и сами родители оставляют после себя много мусора. Подрядчик свою часть выполнил, то есть построили. Но здесь, наверное, и наша недоработка в том, что мы не смогли взять на баланс там и закрепить. Теперь этот вопрос, в общем-то, практически решен. Мы закрепили за начальником второго дома управления. Он приведет в порядок то, что вот вы видите здесь сломанные определенная часть конструкции. Этот вопрос мы решили. Самая главная проблема, и она заключается не только в этой площадке, она заключается в целом по городу. Меня просто поражает вот не такое варварское отношение к своему имуществу, к своему городу. Ломаются лавочки, мусоросборники. Я это говорю с болью, потому что мы всегда друг друга как бы хотим обвинить. Гражданин обвинить администрацию, администрация, все такое. Нужно быть ответственным. Я еще раз говорю, каждый должен чувствовать свою ответственность, персональную ответственность. Я понимаю, здесь дети. Вот у меня у самого маленькие дети. Ну, ребенок может выбросить, может там что-то попытаться сломать, там, я не знаю, намусорить. Но есть родители, которые должны следить за этим, убирать. Здесь практически все условия созданы. Пожалуйста, вот валяется мусоросборник. Сломали. Он же не сам сломался. Бывают такие моменты, когда берут эти лавочки, переносят в другое место, ставят там друг против друга. Им так удобно, скажем, да? Ну, хорошо, удобно им. Поговорили, ну, отнесите на место эту лавочку. Нет. Эти семечки, я не знаю, их, наверное, нужно тонну съесть, чтобы вот шелуха полностью покрывает напольную часть. Но опять же говорю, мне просто хочется, чтобы мы уважали прежде всего самих себя. По словам Тамары Лакарбы, эта детская площадка была подарена столице благотворительной организации. При установке были выдержаны все нормы безопасности и учтены все нюансы. Благотворительная организация обратилась в администрацию для того, чтобы получить разрешение установить здесь 2 детские площадки. Они показали эскизы, нам очень понравилось. Естественно, это радость, когда городу дарят, детям тем более дарят вот такие хорошие, классные детские площадки. Но потом началась полемика, как вы все знаете. Многие стали говорить, почему в этом сквере не для детей с колясок, а это для молодежи. Но всегда изначально с 40-го года я интересовалась. Здесь всегда были детские площадки и площадки для молодежи. И кто учился в 10-й школе,
в довоенное время. Они все это знают прекрасно. Потом начали придираться к нормам. Якобы нормы неправильные. Это я уже как архитектор. Мне было тоже где-то обидно, что вот такие замечания, потому что мы просто так их здесь не организовали. У нас нормы, у нас вот эта второстепенная улица, 2 аллеи, посадка зеленой изгороди, все нормы выдержаны. Вот. И когда установились площадки, мы все были счастливы, довольны. Мне многие говорили, звонили, вот, ой, как здорово, вот столько детей сюда с мам приходят, с мамами. Как отметила главный архитектор города, столичная администрация уже подготовила проект, согласно которому по всему Сухому будут строиться детские площадки. В ближайшее время администрация приступит к его реализации. Рената Шака, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 3,5, днем 11-13 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.